Забыл переключиться. Да, прекрасная дорога, машин нету. Едешь себе, наслаждаешься, любуешься видами на горы справа, слева на море. Отдыхаешь душой и телом. Плохо, что такой дороги нету в сторону Алушты. Там по трассе надо фигачить со всеми машинами. Фух. Так, сколько у нас? 21 километр. Нам еще 23 километра. 23-24. Потому что до Фаровской церкви 45. 45 или 46, я уже не помню. Горы, 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 горы. Какой-то частный дом. Красотища. Заснять надо, ну-ка. Секундочку, помедленней. Помедленнее я записываю. Да, шикарные виды, шикарные. Шикарные виды.
Такс. Блин, капец, все зеленое такое. Все тут вообще. Неделю назад я был здесь не так было. А за неделю там 2 дня дожди были. За неделю вообще все позеленело так, что капец. Так и так, конечно, уже 15, блин, мая. Уже давно пора было позеленеть всему. Март и апрель холодные были. Особо зелени не было. Ну, я вот имею в виду в плане того, что она расцветает, как вот сейчас. Она что-то там еле-еле пыталась. Ну, понятно, с вечно вот этими зелеными, то они же и так все круглый год зеленые. Едем не спеша, наслаждаемся дорогой, слушаем музыку, Deep House. Все отлично. Какое-то оползневое. Только оползневое ниже. Это какой-то, что это, пару домиков или что? Детвора идет откуда-то пешком. Обалдеть. Со школы, как бы, а где тут школа, интересно? Аж там, черт знает где. Это что, они пешком идут домой? Офигеть. Офигеть. Я скажу так. Переключимся. Куда-то дорога вон пошла. Вон какие скалы. Наверху что-то стоит. Какая-то штука. Ёлочки, сосанки. Да, тут фоткать, блин, и фоткать. Все в зелени вообще. Кто-то там пишет. Все. О, автобус с детьми. Ха. А дети уже сами домой пришли. Не дожидаешься автобуса. Ага. Стояли, видно, ждали. Думают, да ну тебя, ждать тебя сколько-то там. Красотища, конечно, да. Сюда вот там, то место. Да, красотища. Красотища. Голубой залив. Доехали. Голубой залив.
Сейчас станем, наверное, попьем водички. Теперь уже берешь с собой воду, а не чай. Термос постоянно. Ну да, но ж холодно было. Берешь с собой термос, где-то приехал, выпал и поешь чай. А сейчас уже все, сейчас уже будет водичка одна. Ой, красота какая. Смотровая. Ой. Ой. Смотровая. Ну что, поехали дальше. Ракушняк. Голубой залив закончился. Начинается синий залив. Ха, шучу. Хорошая трасса. Старое Севастопольское шоссе.
Что тут за ремонты? Какие-то ремонты. Внизу остается семейство Коцевели, да? Или что там? А нет, мы уже мы проехали уже, да. Это за Коцевели, там еще этот, как оно называется, забыл. Не Парковая, а Коцевели. Что там дальше? Какой-то поселочек рядом с Коцевели. Блин, забыл, как оно называется. Там буквально они рядом расположены. Какой-то ручеек течет. Цветет что-то. Цветет, цветет, живет, живет. Опять ручейки. Цистерна с топливом. Ха. Но люди вон ходят туда. Какая-то там достопримечательность.
Интересно. А мы сейчас сюда вот заскочим. Заскочим. Ха. Конечно, затащим. Ха. О, выше всех. Ха. А, можно спуститься потом вот этой дорожкой. Сейчас посмотрим виды отсюда. Тут, короче, остановок надо делать меренно и немеренно. Ха. Мария вон. Форос вон, вот там вот. Еще километров сколько там нам? 10-15. Могли бы в этом месте какую-то прикольную сделать смотровую. Вот этот тут спуск. На этих гонят здесь мотоциклисты. Подъем. Вылетел аж на дорогу. Да, такой этот красотища вообще, блин, ты шо? Особенно вот сейчас оно зеленое, все, та песня. Просто песня. Красота, ляпота. Да. Красотища. Так, а ну что мы сюда спустимся? Конечно, спустимся. У нас внедорожник. Все колеса бедущие. Оползневое. Школа здесь.
Ой. Опять ручейки всякие. Ялтинский лесной заповедник. То сейчас здесь будет красивый вид открываться, да, вот он. Красотища. Горы, горы. Горы зовут. Да, видончики отсюда. Сейчас встанем на секундочку. Виды здесь везде офигенные. И горы здесь разные. Серые, черные, оранжевые, с оранжевым оттенком. И в общем здесь шикарно. О, вот здесь тоже видончик такой. О, офигительный. О, да. Шикарно, шикарно.
Наслаждаемся морем, видами на море и на горы. Впереди горы. Где-то еще час нам ехать до Форосской церкви. Должны быть где-то в 5 там. Ох! Гора какая мощная! Ой, на подъеме. Налево спуск на трассу нижнюю, а нам дальше. Оползень, проезд закрыт. О, вот эта гора мощная. Да, капец. Никого там нету, мы сейчас станем здесь с краюшку. Обалдеть. О. Заснимем это дело. Я же говорю, тут остановки надо делать. И остановки. Такие виды, такие горы. Обалдеть. Никого там. То мы так встали. Кстати, сегодня будний день. Женщины с кофе нету, поэтому мы будем пить кофе на Форосской церкви. Там есть место. Мужичок там стоит. Он там у него сувениры всякие. И кофе делают. Так что попьем кофейку там. Уже проехали 32 километра. Осталось 10. Ох, какой там камень. Камни он. Обалдеть. Осталось 10. Это будет 42. 12 километров. В общем, нам осталось. 12-13. Да, вот так вот. Да что тут за ручейки текут? Горные ручейки. Ох, виды, конечно, отсюда. Все, заканчивается дорога. Нормальная. Начинается адская дорога. Ну как, старая дорога, да. Это они положили асфальт новый вот. Не знаю, в каком году, в 15-м или в 16-м. А, может даже и позже. Скорее всего, где-то, наверное, в 19-м или в 20-м положили вот эту дорогу. А здесь остался старый асфальт.
Ну, наверное, сделают и здесь со временем. Подъемчик сейчас у нас идет. Подъемчик. Фух. Зимой холодно было. Там постоянно холодно, что так там. Типа выпить там что-то быстрее, чая, кофе. А сейчас жарко. Типа, о, блин, пот течет. Воды постоянно хочется пить, воду. То хочется уже раздеться. Так что да, по-разному. Зимой так. Вот ближе к лету так. Фух, красотища. О, красотища. Машин вообще нету. 2-3 машины проехала. Потому что здесь смысла им тут сюда ездить. Они тут будут не ехать, а только останавливаться, фотографировать. Ну и так, наверное, типа длиннее маршину, если вот в Севастополь ехать, то так, наверное, длиннее на сколько-то там километров. Ну и скорость держишь меньше, потому что повороты постоянно. А там же втопил 120, 100, 140 и все. А тут надо тормозить постоянно. Да, виды, конечно, огонь. Горы красивенные, конечно. Красотища. Еще погода сегодня шикарная. Солнечно. Солнечно ясно. Я еще сегодня встал так. Часов где-то 9. Думаю, о, солнце светит вовсю. Хорошо. Надо собираться и пораньше выезжать. Ну, как всегда, пораньше не получилось. Выехал. Было уже 2 часа. 2 часа, да. Ну, до Форосской церкви, в принципе, вот 3 часа где-то ехать. 3-3,5, смотря с какой скоростью ехать. Так что да. Вот уже 4 часа 2 минуты. Не, ну сейчас темнеет в 8, там 8:15, так что у нас время есть с головой. Тем более назад всегда быстрее. И там по трассе можно, я думаю, сегодня тепло, можно даже потом назад подключить кнопку турбо и на турбо втопить по трассе. Да, виды, конечно, блин.
Просто шикарнейшие. Такие горы и скалы разного оттенка. Серые. Блин, тут уже не видно. Темно-серые, светло-серые, оранжевые, черные есть там вот дальше. Вообще природа в Крыму уникальная. Вон, обалдеть. Обалдеть. Сейчас где-то станем. Так, сколько там у нас? 34 почти. Ну, 10 километров осталось. Десять километров. Вообще никого. Да, такие горы здесь офигительные просто. Тут гоняют на машинах. Капец. Ты шо? Дорога такая, конечно, красивейшая. Ну, блин, тут он сыпятся ж камни, все это завал. Вон. И что тут такие каменюки? Фу, захватывает дух. Конкретно так. Конкретно захватывает дух. Воу-воу-воу. Go-go-go-go. Oh, go-go-go. Вот здесь место шикарное. Смотреть на эти горы и на море. Сейчас станем, постоим где-то здесь вот. Да, вот здесь. Ох, передохнем маленько. Фух. Посидим, передохнем. О. Вот такие виды здесь. Это уже мы недалеко от Форосской церкви. Ну, Форос еще там, вот надо еще ехать. Это мы не доезжая Фороса, он это Севастопольское шоссе, машины он и едут туда-сюда. Красотища.
Красотища. Продолжаем маршрут по старому Севастопольскому шоссе. Осталось 10 километров до Форосской церкви. Сейчас спуски. О, еще люди тут есть. Пошли гулять в горы в будний день. Ну, наверное, туристы, они местные. Местные. Мошки всякие летают.
На спуск идем. Да, солнышко вообще, сейчас тепло так. Неделю назад я, когда сюда приездил, то как бы было так себе. Еще было прохладненько. А сейчас я вон в одной водолазке и в тоненькой ветровочке. Вот это настоящая весна. А не так, как, блин, было 15 и, блин, холодина. Ох, обалдеть. Какие тут тоже горы, скалы. Никого там нету сзади. О, а тут тенечек. Тут прям все в зарослях. Пока 4 деления, скоро должно уже переключиться. Да сколько там у меня было? 19, 19 и 19. Да сколько? Почти 40 километров. 2 деления получается. А сколько сейчас? 38. Ну да, сейчас где-то уже должно переключиться. Через километра 2. Да, а так если солнца нету, то не так уж и жарко. Но если идти, то жарко. То есть, да. Мошки, сука. Много говоришь, мошки летят в рот.
О, солнышко. На солнышке тепло. Тоже велоспортсмен поехал с Фароса на Ялту. Ха-ха. Кто в Фарос, кто в Ялту, да? Сейчас уже спускаемся, и там до Фароса останется, ну, до Фаросской церкви 5 км. О, тенек. В теньке прохладно ехать. Хорошо. Свернули на Фаросскую церковь. Осталось 4 километра. Сейчас будут 4 километра
подъема. Сейчас покрутим. О, не спеша. 4 деления. Но должно сейчас уже переключиться, потому что уже 41 у нас. 41 километр, ничего себе. Первый раз такое. Но я с таким багажом заряда в такую теплую погоду вот только первый раз еду. Что настолько именно хватает. Интересно, интересно. Птицы какие-то летают. Интересно, интересно, насколько ж хватит, блин. Можно даже смело можно назад турбо включать и ехать. Фух. Попыхтим немножко. Переключилась. Все-таки на 41 700 переключилась. 3 деления. 3 деления. Это на, грубо говоря, на 50 километров на ЕМТБ сейчас. Потому что 2 деления, ну, пускай 20 и 20 это 40. А одно деление это где-то не на 20, а где-то на 10-15. Где-то на 50-55 ЕМТБ. А что ж будет тогда, когда будет 28-30? Тогда вообще прям будет хватать на МТБ на 100 километров, получается. Вообще супер. Но я летом буду ездить в основном на турбо. Ну и иногда там, да, на ЕМТБ. Ну да, и именно когда буду с этого ехать, скажите, я вам скажу. С Нового Света, вот там маршрут есть. Новый Свет, Судак, Коктебель, Орджоникидзе. Есть такой маршрут у нас летний. Вон Фаровская церковь уже виднеется отсюда. Кстати, можно попробовать будет вот этот маршрут Новый Свет, Судак, Коктебель, Орджоникидзе. Летом вот именно когда будет 28-30, попробовать на турбо. Там выходит расстояние 63 километра. Вот можно попробовать. Или половину ну если половину на ЕМТБ и половину на турбо, то хватит 100%. Фух.
Да. На подъемчик жарко. Сейчас уже где-то, сколько там оно? 16:45. Так я и думал, в 5 часов будем стоять на Форосской церкви. Мошки, падла, летают. Сейчас станем здесь на секундочку.